Здравствуйте, вы смотрите «Вести недели». В студии Амина Газиева, я и мои коллеги о самых заметных событиях 7 дней. Восстановление без границ. Глава республики потребовал возродить 12-й участок столицы. Масштабные работы уже начались. Историческая справедливость. На карте республики вновь появятся Галанчожский и Чеберлоевский районы. Чеченский парламент принял поправки в основной закон республики. Каким будет комплекс Грозный-Сити-2? Проект обновляется новыми задумками. Танец как искусство. В Грозном подвели итоги 4-го международного фестиваля танца имени Махмуда Исымбаева. Заснувший надолго 12-й участок пробудился одной инспекцией. Облик некогда живописного района, долгие годы находившегося в катастрофических условиях, теперь меняется на глазах. В скором времени здесь развернется одна большая стройплощадка, а пока тысячи людей очищают местность от ветхих строений и кустарников. На неделе такое решение глава республики принял во время инспекции по Октябрьскому району. Жители участка могли только мечтать о случайной инспекции главы, зная, что равнодушия от увиденного не будет. Так и получилось. Увидел картину полного хаоса и тут же дал поручение. Как отметил Рамзан Кадыров, место само по себе красивое и перспективное. Начав восстановление, здесь можно сделать многое. Руководить восстановительными работами поручено председателю правительства республики. 12-й участок «Путь к успеху». Репортаж Шамиля Идрисова. Октябрьский район в скором времени преобразится как Войково и Бароновка. Рамзан Кадыров побывал с инспекцией на 12-м участке. Жилищные условия около 200 семей здесь находятся в плачевном состоянии. Из-за отсутствия собственной крыши над головой эта жительница многие годы кочует по чужим, если их так можно назвать, домам. В одной комнате этого домика, хозяева которого уехали еще со времен последней кампании, она живет уже несколько лет с 3 детьми. السلام عليكم. هو جاي. هر كليدوري كيسر. كتش. هر ين كومنتي. ده فهمتني. خوش تخش. ايه تنقدش. ها؟ ايه تنقدش. ستيتش نريبوني تلبسياتش. هذا إن خلاص كيف تتصل. هر كليدوري كيسر. يا عشان يوحي. لا ما عندك. عشان يوحي بس كومنتي راوي. لا ما عندك أي دوي ده. تقريبا شو تحاول كذا ما عندك. Да, да. Таких семей здесь много. Глава региона лично ходит по дворам и разговаривает с населением. Есть и такие граждане, которые арендуют здесь дома ради компенсации, при этом располагая собственным жильем в селах. Рамзан Кадыров незамедлительно дает указания мэру столицы и председателю правительства. Нужно срочно выявить нуждающегося в помощи и определить границы частных владений. Первый из 28 аварийных секторов глава республики отстроит лично. Sen первый участок коридора Стон. Пример Гудрюка, я сказал вам. Как всегда. Знаешь, где он? Знаешь, что сказать? Знаешь, где? Хока. Знаешь, Хока, да. Ну, хорошо. Док между 30, а вообще... Да, мы бегаем, знаешь, где надо сам, надо сам. جامعة أخذ ماجد دوله في участок في سيكتور حاجة ماجد متك في سيكتور ماجد. На одной из улиц Рамзан Кадыров наткнулся в буквальном смысле картонный домик, в котором действительно кто-то проживает. Такое хозяевам могло лишь присниться в сладком сне, но это действительность. Глава региона распорядился незамедлительно предоставить этой семье собственную квартиру. شغلنا أصلاً يحاول ولا يشتغل حكنا ولا بير ولا شيء هم حاجة كلام تخلوه كلام ولا مش عواجي شيء سمعت شيء بخ ولا ده مش ايه وتشي هم شطان شيء ويش ولا كده صح شو كورس Объезжая район, глава региона задается действительно насущным вопросом. يقلوا ريون سخر عيد الضمور غلط كيف طلع 20 شطان دمون دو شو ده صار ليس يبقى كده جاز طبعا سي الكوس كان ها سيارة
Sanchudon, Yazadon, Merki, Billy, Palley, Holiday, Yakitadas. No, you Уже по дороге в мэрию, где глава республики проведет совещание с генподрядчиками, состоянием жителей Октябрьского района, интересуется и Аймани Кадырова. Abu Bakr Dawan, predsjedatelj pravительства, начальник штаба охоты. Маршал Бахар, بعد وصلت الأسلام، تان فنيرو تان شوين جوعش نا بولزيا، تان قوة اللغة الإسلامية. Так что мано фонд участвует в государством. То без фонда у нас не получится, да. Раскошелиться до этого фонда. Диды. Все. Фонд делает да, кичои, ма. Да, солдат. А фонд я тоже туда ходил. Когда он шел, так что там сидит. Ama как раз сега Magic that's not a Magic да тут логи да. Сега да Magic да сега real на бот сега real miss на бот дух да сега да. That's the law. عايز دي دبوع عشوائي ده حلوة يلا هياكل يا تسمع حلوة ده ده Magic ده. Да, сразу это говорят, что мы. Рамзан Кадыров не перестает удивляться тому, что городское и районное руководство до сих пор оставалось безучастным к проблемам жителей этого участка. Ведь за это несет ответственность любой представитель власти, будь то начальник РОВД или префект населенного пункта. تيش أحسبه شو خديش والله شايف بدي وش سكوا طبعا أول ما سبراو مو يخدو مصو ما ده خديش والنخ نشاني ميليش نخو السخج بروفيكت نخو السخج سوسيال نبراغين استوان ويستي هو شان نخو السخج سامو طبعا أنا صار إنها يبيع طبعا ودي شو السخج طبعا إزدوانا نيزك. За короткий срок Грозный стал одним из красивейших городов России, однако общее впечатление портят как раз такие участки, как 12-й. Попадая сюда, ты как будто перемещаешься в другое измерение, где царствует хаос. Такое положение недопустимо, необходимо бросить все силы на исправление ситуации, отметил Рамзан Кадыров, но при этом предупредил, что ему декорации не нужны, все необходимо сделать от души и на века. إشي فلوس كريم عندنا يو ده توش حبش عقول اللي مش يعيش كذا سيجا مصر ما دندش هزتندش مصر شيء يوشو مزبوط سن عربة تيجي يدور شو يقعد سيجا تعمل بالنسبة أقولنا ويدونا ويكان دون ده بول نسيدونا تيجي شيء فستعي سيجا إشتي تسمع شو تسمع يبقي موسش يبقي تيابي كولشال أنا شو ده تسمع كانوا لوجتين داستان بينزل لوجتين داستان شيء تيابي كواسش سانك إلى سياسة بابت ما بدأشون فضل مشتم تابعون على يبقي موسش نعيا يبص ليه تبدون وجدك وديش. Сказано, сделано. Буквально на следующий день Тихий 12-й участок превращается в огромную арену реконструкции. Проводится масштабная работа по сносу ветхих и разрушенных строений и очистке всей территории от мусора. Здесь проживает около 200 семей. Большинство из них нуждаются в улучшении жилищных условий. Одна из них – семья Белала Сельмурзаевой, которая ютится в этом жилище еще с 90-х. Для всех жителей инспекция главы республики стала судьбоносной.
Всевышний, похоже, благоволит этим женщинам. Рамзан Кадыров появился сразу по окончании нашего разговора. Глава республики в первую очередь определил место, где в ближайшее время будет возведена мечеть. Осмотревшись, глава региона лично пообщался с жителями 12-го участка. Женщины не могут сдержать слезы от счастья. Глава республики поговорил с коренной жительницей 12-го участка. Пожилая женщина несказанно рада такому гостю. В знак признательности она подарила Рамзану Кадырову сладости. Akka khasdon wasdon uusdon shadadigidan hoordina house nahbor bu'me hoodiya shuha hoki housdon nagadi deres gelondon oh tu abuku mayaban ممكن تقول دي شكلها جدا حتى انت شكلك سوق كده يا اسطى ايه بوتغار شوف كام بيتش ده مش تنقل Babin dövüşten tıkıcıdır. Sikretin sağda ayırsana bir sikretin etiyor. Ben politruk bırakşır. Ben sudak никому не давал. Хадиса фитнес суд. Даже когда кортеж главы республики уже покидал место реконструкции, местные жители продолжали наперебой благодарить Рамзана Кадырова. А тем временем работа по преображению 12-го продолжается. Сейчас оперативный штаб занят мониторингом граждан, нуждающихся в помощи. Мэр города исполняющий Амаватиня, Перзахмадович, Халега, Перздач, Угар, Тишметик, Угар, Ходадиш, Метик, ну, Юажи, Шихайла, Дерве, Хомхара, 59, 56, 30, участок Шушвар, 12, Цайнука, инспекция Хаусаус, проверки сюда, Угар, Тишметик, Угар, Хебахш, نحو متك دوناس участок района так ой дальше رمضان ما دشي وقو متك وقو تشمتك دальше да رمضان ما دشي знаю вот дизель حدا كتنا. По словам ответственных лиц, в самое ближайшее время здесь появится новое жилье, социальные объекты, дороги и вся необходимая инфраструктура. Ожидания людей, проживавших в таких условиях многие годы, по всей видимости, будут компенсированы совершенно новыми условиями для жизни. Шамиль Идрисов, Таиса Башигова, Али Вахаев при поддержке пресс-службы главы и правительства республики. Вести недели. Чеченская республика. К другим темам. Впервые за последние годы в докладе о нарушении прав человека в России не упоминается Чеченская республика. О результатах поездки в Страсбург и отчет о проделанной работе по определению административной границы между Чечней и Ингушетией главе республики рассказал и представил Духвах Абдурахманов. Подробности в материале Алисы Сатаевой. Отчет по работе, проделанной комиссией по определению административной границы между Чечней и Ингушетией, готов к ознакомлению. Председатель комиссии, спикер парламента Духвах Абдурахманов рассказал главе республики, что все бумаги основаны на архивных документах. Комиссия
Тхайга Муссуких Дошния, Киких, Та Юшдачния, 34 год, в ЦИК постановление Бе, Юшдачния, Одагадагана, Муссу Меттире, Ких Чхадина, Хар постановление Бе, Войн Юш Халика постановление, по комиссию Болбешович и Метте Тяхью, 34 года, Ши республик Волжтюха, Чеченская республика Ингушет, Иш Волжтюх, 92 года Даздолшо, Штержи, границах, Даздол без Эл, Харкиев, Вейгаду, и Киев Цер, Архивадилах Цер, Каркачнях, Полкиев, Бо, Вейнбе, Елец, Цик Российской Федерации, Элячул, 28-9 года, Цултях, Дюнетях, Цакиев, Делдец, Идеало, Сияло Эл. Уметтяха, Ельцин, Шехен Чадех, Укаш, Цултях, Укарязин, Кирчду, О Ельцин Филато Черномырдин, Цер комиссия школьна, Цер Цхаллик, Цахам Дин Чек Дакандец, но и проблем Цахалчи Харкиев, Чук Дойрдец. Создать республику Ингушетии. Югранистин решит где Бахтер, решит где Алхогу парламенту Изядина, Черномырдин комиссия школьна. Но Цер же Бог Цабина, Цер Лакар Айрлу, Цабин Бог Буэн Таган Акачер. Сундела, это постановление Тин. Цер Ингушетии, Дидиго, Кютайнце, представитель комиссии, но Хархаяйтна, соглашение. Овцен Дюхал Кештина. Цер Тагна, муниципальный выбор Шина Элла, по Юрт Гуанхвилл из описания Сун Хаяйтна. Муниципальный выбор Шваяина, أموينا ويدعس كريمر دعا فكا يعرف يا سابر دعا سابر دعا بس ويقرأ بور بدل شيء نقعسن إيه غير قليلين وي أشيب يلاها конституция النستي полностью сунжинский район ويت إيريت أو سوسن بيش جت بقنا قال أسي رشينينا فون حياة تريو ويري أون ويت سيش غير عيني وين تحمو إتو نوبل يلا دات. Чеченцы и ингуши единый народ, называя их двумя народами, некоторые политологи вносят раскол между войнахами, тем самым пытаясь обратить на себя внимание, сказал Рамзан Кадыров. Предложение, так сказать, комиссия на Ингушетии, обоснованные, подтвержденные фактами, просто мы хотим оставить как есть сегодняшнюю ситуацию, из Бог, даже элементарно, غلق لتسهل دون التريتوري شو يلا تشنو دوتشينا دون شو يلا شو لا توتشينا لا بيوتشو تيز حالات لا تاع دون زي ما هو جاي ولا كده صح خل تعمدت كده بس هو يازن يقول دون на основании, да, взаимосогласованных решений воздерживаться от действий, носящих ущерб межнациональным отношениям и миру между ингушским и чеченским народом. هذا вопрос حلقة دون межнациональные отношения мир دون из-за быстро бахлячна дон институт быстро бахш. Вот, по-моему, эти ребята закончили эти институты у нас дон спох, але он си дон с дон ديكدون دين وجري خلال يرد وجري دون داخل نوستي دون ويدك النشين شوش دون وتعم دون ساكر على نوشي يتبي دون شلون يعني بيعات دون وينا بوق دون شيء ما عندوش شيء بناتي دون وينا بوشن كيتر وخلصون داي موكي وينا خي بوش دون مش دون شيء دون خيت شواشن كيتر وستون دون وي предложение دون обоснованно дон كده 34 года, 30 тут закончен это конституции зана хумхаринда да выиграл сюда тахадон вот закон голдов штат вот конституция вот хада наша территория если вы это бог вы когда бог это территория докажите дом когда мы скажем извините ребята вы доказали что мы были неправы так абсолютно всегда дом дом харкиетон язык я должен при пункте сейчас есть это сказать что изменения есть адастана второй сигедон ингушский чеченский орвейна даяз дона кидона пункт я дона хадона 34 года что то хакей 30 года تخيلوا территории что давно что что хататься что и хатсиёш
Спикер парламента рассказал и об итогах недавней поездки в Страсбург. По словам Дуквахи Абдурахманова, впервые за последние годы в докладе о нарушении прав человека в России не упоминается Чеченская Республика. Возвращаясь к теме земельного вопроса, Рамзан Кадыров отметил, что комментируют его даже те, кто давно отстранился от участия в судьбе республики. И о Чечне вспоминают лишь тогда, когда необходимо заработать политические очки. Удивительно, что реклама, сама реклама занимается этим, да, начала хуже, да, люди вахут, да, давай, noch чего больше беш, да, вахут, да, не согласовываясь с нами, да, вы даже не участвуя в жизни Чеченской Республики, да, последние десятилетия, да, вахут, да, обсуждать, что Чеченская Республика, да, и границы Республики, да, и они подсказывает нам, да, давай интервью, да, как нам жить, да, когда он, Саджи, по-моему, у Малатова последний, да, выступал, да, как, да, все, да, из этого, да, учит нас жить, да, на самом деле, вы видите, да, истории, да, але, омана, ночи, омана, война, вот что, шагамдовый, войну отцепать толцеварить. أول إسبوع سلطان تخوي دون سن برتاح دائم عيترام دون ويوفرس بدنا بنادو كذا دون داك ونداجي داك تناش دون داجي وين حيين دون كيش يا دون межнациональный вопрос голодариет больше. Вообще дона в понятии дона межнациональный вопрос голодать больше вот так это уже провокатор этой страны, из провокационных дух этой страны. Мы ни в какую дона ралы обна ночью обна война. Олеся Татаева, Айзан Исханова при содействии пресс-службы главы и правительства. Вести, Чеченская Республика. На неделе депутаты чеченского парламента внесли поправки в Конституцию Чеченской Республики. Они касаются 59-й статьи и предполагают восстановление в составе Чеченской Республики Галанчошского и Чеберлоевского районов. Здесь же был принят закон Чеченской Республики о внесении изменений в основной закон республики об образовании муниципального образования Сунжинский район и муниципальных образований, входящих в его состав, установление границ и наделение их соответствующим статусом муниципального района и сельского поселения. Ликвидация двух из перечисленных районов и передача входивших в них населенных пунктов с соответствующим районом происходили в условиях, которые были продиктованы обстоятельствами и требованиями времени, прокомментировал поправки Дуквах Абдурахманов. Он также отметил, что восстановление этих районов связано с исторической справедливостью. А сейчас коротко о других событиях недели. Глава республики Рамзан Кадыров призвал усилить профилактику преступлений в регионе. Об этом он заявил в ходе совещания с руководителями органов и подразделений республиканского МВД. Как сообщил министр Руслан Алханов, за 9 месяцев на территории Чеченской Республики зарегистрировано свыше 3000 преступлений. Это на 8,8% меньше, чем в прошлом году. В частности, на четверть сократилось число особо тяжких и тяжких преступлений, в том числе убийств и посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Руководитель региона отметил, что это приятная статистика, но силовики не должны останавливаться на достигнутых результатах. Наша задача заключается не только в сохранении имеющихся достижений, но и в их закреплении, подчеркнул глава. К профилактике преступлений нужно привлекать представителей духовенства, религиозных и общественных объединений, сказал Кадыров. Кроме того, он затронул тему дисциплины самих сотрудников правоохранительных органов на дорогах республики. Глава республики подчеркнул, что сотрудники органов правопорядка должны нести ответственность не только за результативность работы, но и за неподобающее поведение вне рабочего времени. Рамзан Кадыров поручил руководителям силовых структур подтянуть физическую подготовку личного состава. Рамзан Кадыров побывал в спортивном комплексе «Арена-Сити» в Грозном. Помощник главы и личный тренер Артем Селиванов показал главе республики спорткомплекс. Он включает в себя фитнес-центр, массажный кабинет, солярий и бойцовский ринг. Предусмотрена здесь и комната для молитв. Как рассказал Артем Селиванов, фитнес-центр создан по поручению главы республики. Тренажерный зал оборудован новейшими тренажерами. В планах создать федерацию бодибилдинга и сеть фитнес-клубов «Арена-Сити».
Глава республики провел рабочую встречу с министром земельных и имущественных отношений. Рамзан Кадыров поинтересовался успехами Идриса Черхигова на новой должности и вновь напомнил поставленные перед ведомством задачи по охране и восстановлению территориальных границ и земельных участков. Также глава расставил приоритеты в дальнейшей работе министерства. Ведомство не должно более допускать нецелевого использования народных ресурсов. Вопрос готовности к осенне-зимнему отопительному сезону обсуждался на встрече Рамзана Кадырова с членами Кабинета министров. Речь шла о подаче тепла в социальные учреждения. Как сообщил первый вице-премьер республики Сатом Хаджиев, все они готовы к зиме. По его словам, подразделения социальных министерств будут бесперебойно получать тепло. Трудности возникли лишь в нескольких школах в Шали, но и там наладка будет завершена в самое короткое время, добавил он. Глава региона потребовал завершить подготовку в срок и исключить форс-мажорные обстоятельства на теплотрассах и котельных. Глава республики встретился с министром сельского хозяйства. Муса Дадаев доложил, что Аргунскому сахарному заводу уже сдано 24 тонн свеклы, которые в процессе переработки. Для животноводческих ферм идет заготовка кормов на зиму. Также свое производство начала и Автуринская птицефабрика. Помимо этого, по федеральной целевой программе защищены ведомственные проекты. Их всего 16. Рамзан Кадыров отметил, что запущенные фабрики, консервные и молочные заводы для региона хороший показатель. На сегодняшний день мы в состоянии полностью обеспечить всем необходимым внутренний рынок. О целевых программах развития региона говорили на встрече Рамзана Кадырова с Абубакаром Эдельгириевым. Глава республики интересовался ходом работы правительства в этом направлении. Как доложил премьер, практически все министерства предложили федеральному центру ряд проектов, которые могут получить дополнительное финансирование. В их числе и программа Министерства культуры по проведению раскопок, восстановлению и реконструкции горных селений вайнахов, датируемых XII-XIII веками, а также предложение проведения международного конкурса танца горских народов. Кроме этого, на федеральном уровне уже прорабатывается вопрос придания Грозненскому аэропорту статуса свободной экономической зоны. Идет работа и по обновлению парка самолетов компании «Грозный авиа». Рамзан Кадыров отметил, что необходимо решить и вопрос расширения географии полетов наших самолетов и качества обслуживания. На встрече глава республики поручил детально разработать и программу по ополосневым зонам. Как сохранить национальные традиции, обычаи и культуру, кто должен этим заниматься и как уберечь молодежь от влияния пороков современности. Эти и другие вопросы обсуждались на встрече Рамзана Кадырова с руководителями профильных ведомств и активистами молодежных организаций. Здесь пришли к единому мнению, что необходимо выработать целостную республиканскую программу идеологического воспитания подрастающего поколения. Такое поручение глава дал на месте. Позже Рамзан Кадыров провел встречу с представителями молодежи, участвовавшими в форуме «Машук-2012» и ставшими обладателями грантов. В дошкольных учреждениях республики будут работать воспитатели-богословы. Об этом стало известно на совещании Ислама Кадырова с представителями духовенства и воспитателями детских садов. Благодаря политике помощника главы республики по дошкольному образованию Зарган Кадырова во всех детских садах введено новое дополнительное обучение. Принятые на работу богословы пройдут специальную аттестацию и уже с понедельника начнутся занятия. Продолжаем выпуск. Гостиница, офисы, пентхаус, смотровая площадка и паркинг. Все это в скором времени появится в центре Грозного. Очередной масштабный проект «Грозный Сити-2» включает в себя самую высокую башню в Европе. Ее макет на неделе представили главе республики. В архитектурное строение Рамзан Кадыров внес и свои корректировки. Репортаж Шанзура Алхазова. Задачу перед собой словенская компания поставила более чем амбициозную – сделать центр Грозного лучшим в мире. Пока проект нового комплекса под названием «Башня» мира только на макете. Это уже 4-й вариант, представленный на согласование главе республики. Проектировщики рассматривают возможность преобразить коренным образом береговую линию Сонши в центре столицы. Мы увидели возможность за счет того, что здесь уже построен Грозный-1 Сити, сделать концепцию, которая будет удовлетворять самым лучшим, самым передовым требованиям в мире. То, что сейчас пытаются сделать в Дубае, там, в Вашингтоне, в Гонконге. И такая возможность уникальная здесь есть. Речь идет о создании целого комплекса архитектурных строений, каждая из которых будет иметь свою функцию, но составлять единый ансамбль в планах создания научного центра, библиотеки, танцевального зала, многофункциональной арены в виде чаши. Но и сама башня высотой в 350 метров. Рассматривается и возможность довести эту цифру до 450.
Проект «Грозный Плаза» включает в себя целый комплекс с разными зонами отдыха для жителей и гостей столицы. Один паркинг сможет принять более 1000 автомобилей. Кстати, он будет на подземном уровне Башни Мира. Всего уровней под землей 2. Здесь же кинотеатры и рестораны. Не менее интересно и над землей, где расположатся детские сады, школы, парки отдыха. Ну и арена в виде чаши тоже будет иметь свои функции. Это такой сфера. Она достаточно, мы предлагаем ее сделать из материала, который на поверхности, она как бы у нас парит над землей, но здесь вот эта поверхность будет медиа-поверхность, на которую можно транслировать мероприятия, которые проходят здесь, или это действительно будет выдающаяся сейчас вот современная возможность. И это, их магазины, развлекательные театры. Это все, если мы строим, мы должны открывать вместе там. Это не вопрос. Да. Масштаб, да. Ну, что поделать, строить надо, хорошо. Башню Мира, которая станет новой достопримечательностью всего региона, планируется возвести в 5 уровней. На первом разместятся офисы, далее гостиницы, апартаменты, рестораны и смотровая площадка, с которой весь город будет как на ладони. Рамзан Кадыров отметил, что вариант, представленный проектировщиками, годится, но Башня Мира внешне полностью должна соответствовать вайнахскому национальному стилю. Вот что я хочу. Все, мы один в один. Вот один в один используем, это не проблема. Вот это я хочу. Как раз восьмиконечная звезда, мы ее прям сюда садим, это все. Вот чтобы стекло то его, знаете, вот стекло, чтобы вот зеленое, чуть цветное, да? Это болотное там, вы видите, вот чисто вот похож на все 100% было, знаешь, наша национальная башня. Все. Вот что я хочу. Все, это для нас ваш проект. Идея главы республики внести в архитектуру нового комплекса национальные черты проектировщикам понравилась. Они отметили, что в многофункциональном комплексе Грозный-Сити-2 вайнахская архитектура будет гармонично сочетаться с зданиями нового типа. Анзор Алхазов, Аслан Ахматов, Вести недели, Чеченская республика. В Грозном завершился международный фестиваль сольного танца имени Махмуда Исымбаева. Это уже 4-й конкурс, и на этот раз в нем приняли участие представители творческих коллективов России, Болгарии, Алжира и Африки. За каждым этапом наблюдала наша съемочная группа. Обо всем по порядку. Элиза Куркаева. Гостеприимный Грозный встречает участников международного фестиваля сольного танца имени Махмуда Исымбаева. Каждой делегации для выступления отводится не больше 10 минут. Марии Шкода из Краснодарского края хватило их, чтобы выложиться до конца. Даже после того, как ее выступление прошло на ура, к себе она более критична, чем публика. С профессиональной точки зрения, если бы я была преподавателем, я бы себе поставила 4. На ансамбле Вайнаха мы уже очень сильно подружились. Болею за них. Соперники большие Москва. Мы остаемся более ближе к нашим традициям наших предков, поэтому я думаю, что наш танец хорошо вольется в вашу реальность, действительность. Выступления отличаются не только разнообразием культур участников, в большинстве из них прослеживаются сюжетные линии. По убеждению танцора из Болгарии, национальная обувь постула даже самого неумелого заставит танцевать. Однако заслуга ли его самого или чудесная обувь и эффектное выступление решат представители жюри. После первого тура судьи выражают обеспокоенность. Итоги хоть и не оглашаются, но по комментариям уже понятно, что не все участники готовы к такому уровню соревнований. Я не буду сейчас говорить итоги. Понравилось, что были какие-то эстрадные номера появились по сравнению с прошлым конкурсом. Ну, то, что показали группа из Алжира, я считаю, что это какая-то немножко анимация такая, да, а не хореография. Вот. И даже с музыкой не совпали. Ну, в общем, итоги покажут. Однако, не вдаваясь в подробности исполнения, больше всех остались довольны зрители. Среди них и профессиональные хореографы. Сегодня у нас присутствуют участники из Южной Африки, с Алжира, с Болгарии. В общем-то, география расширяется этого фестиваля, и престиж этого фестиваля, я надеюсь, будет расти с каждым годом. Уже на следующий день жюри объявило победителей. Первое место разделили между собой танцоры из Калмыкии и Болгарии. Гран-при были удостоены представители Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, Евгений Масалков и Сергей Прохоров. Участник от Чеченской республики Абдулмуслим Авторханов был поощрен специальным призом за профессиональное мастерство. Очень приятно, что это происходит у нас именно дома. И самое приятное то, что
это проходит именно в честь нашего танцора Махмуда Исамбаева. А когда нас объявили специальный приз за профессиональное мастерство, танцовщику больше я говорю, как сказать, это мне кажется самое приятное, что когда танцовщику говорят, это за профессиональное мастерство. Наша героиня также не осталась без поощрения. Пластика и хореография Марии Шкоды были отмечены призом министра культуры Чеченской Республики. После церемонии награждения победители представили зрителям гала-концерт. Элиза Куркаева, Берлант Юнусова, Тархан Маашев, Харон Абдулаев. Вести недели. Чеченская Республика. Такой была эта неделя. Оставайтесь с нами и до встречи в эфире.